Я тебя понял, да. Но мне кажется, что насчет 2% новостей немножко уже мы отстаем от жизни. Еще меньше, да? Да, медиа было здесь вот тоже в рамках марафона, была директор детектор медиа, они же проводили исследования. И за неделю, которую они исследовали, вот она в начале февраля, по-моему, значит, 7 новостей про Крым на всех каналах больших. Из них 5 новостей, касающихся Крыма, но происходящие тут, кого-то судят из Крыма, то такое, да? И только 2 новости непосредственно из Крыма за неделю на всех общественных каналах круглые сутки. Поэтому я и говорю, что на самом деле история про канал АТР и вообще про Крым, про медиа, про крымские контексты, их не нужно рассматривать в общеукраинском пространстве. Типа уйдет телеканал АТР из эфира, но останется там News One, Пятый, Прямой. Слушай, нет, так это как крымская работает не вторая так. погрешность, если математику брать, это... Вот именно. Да. Тут всегда важен контекст. И я понимаю, что для какого-нибудь чиновника из, я не знаю, из профильного ведомства, из казначейства и так далее, который ориентируется только исключительно на букву закона, то да, там для того, чтобы канал АТР получил деньги, он должен вот здесь выполнить это условие, выполнить это условие, выполнить это условие. Но в том-то и дело, что это должно быть пространством политического решения. Тем более политического, потому что ситуация необычная. Это как, знаешь, во время войны, как и во время медиа-войны, да, принимать решения в режиме мирного времени. Вот они живут в своем мире, у них все нормально. Я не случайно поэтому наш разговор сегодня начал с того, что очень большое количество политических решений принимаются и не принимаются, исходя из того, какая оптика взгляда существует у топовых политиков в стране. Что они вообще готовы замечать, а что находится на периферии их внимания. Понимаете, если доктора Албана не пускают в страну, а президент Зеленский лично дает распоряжение его пустить в страну, потому что президенту важен приезд доктора Албана, несмотря на то, что он до этого выступал на территории аннексированного Крыма, означает то, что Владимир Зеленский является президентом квартала 95. Но мне очень бы хотелось, чтобы он из президента квартала 95 все-таки стал президентом Украины. Тем более, что именно на эту должность его избрали граждане в середине прошлого года.